Здравствуйте, дорогие ученики! С вами снова ваша учительница Талжан, и мы продолжаем тему настоящего времени. А сегодня мы с вами будем обсуждать, как можно образовать вопросительное предложение. Вопросительное предложение – это такие предложения, как «Пойду ли я сегодня в школу?» или «Лечите ли вы детей?» или «Ходишь ли ты в школу?» «Работает ли он на шахте?» и так далее. И давайте начнем, как обычно, с первого лица. Слово «ойна» у нас всегда фигурирует, и давайте продолжим с помощью этого слова дальше обсуждать эту тему. Сперва нужно спросить, играю ли я. Сперва утвердительное «я играю», «мен ойнаймын». И чтобы теперь превратить это предложение на вопросительное, в конце мы просто добавляем вопросительную частичку «ба». И получается, вместо «мен ойнаймын» мы получили предложение «мен ойнаймын ба». Мен ойнаймын было «я играю», а играю ли я мен ойнаймын ба. То есть в самом предложении ничего менять не нужно, мы просто в конце добавили вопросительную частичку. Пока что все просто, да? Хорошо, по той же схеме переходим и на второе лицо. Играешь ли ты? Думаю, вы уже сами догадались, как это можно сделать. Сперва мы говорим «ты играешь», утвердительное, «сен ойнайсың». И что делаем в конце? И опять же то же самое, вопросительная частичка у нас будет стоять в конце. Сен ойнайсың ба. Хорошо. Давайте теперь перейдем на вторую вежливую форму. Как будет играете ли вы? Вежливая форма. Сіз ойнайсыз. И в конце опять ту же частичку добавляем. Сіз ойнайсыз ба. И наконец-то переходим на третье лицо. На третьем лице он. Играет ли он? Сперва утвердительное. Ол ойнайды. И в конце что? Теперь уже не ба, теперь уже ма. Почему ма? В конце видео вы поймете. В конце видео я оставлю скрин на эти вопросительные частички, после каких звуков они прибавляются. Их вообще 6. Как и отрицательные частички, вопросительные частички то же самое. Маме, бабе, папе. И какой из них, когда прибавлять, вы поймете с помощью этой таблицы. Ну хорошо. И на этом мы с вами закончили наше вопросительное предложение. Увидимся на следующих видео. До свидания.